Свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники уголовного розыска. Им посвящено немало песен, не оставили их без внимания и в телевизионном искусстве. Именно они, следователи и оперуполномоченные, стали одним из самых известных и любимых героев телесериалов в конце 90-х, начале 2000-х. Но как работает этот отдел Ленского подразделения МВД России, проверила Анна Кожевникова. День работника уголовного розыска, как и у многих, начинается с планерки, но ее легко может прервать срочный вызов. И вот уже следственная оперативная группа отправляется на место происшествия. Заявление об угоне автомобиля поступило буквально утром от жительницы одного из микрорайонов города. К 11 утра машина уже найдена. Длина следа 23 сантиметра. Это какой примерно размер? Маленький, да? Вообще маленький. 38-й. Результаты исследования эксперта становятся одним из важных звеньев в работе по сбору доказательств в следственно-оперативных действиях. Всеми оперативными и разыскными мероприятиями на месте происшествия руководит следователь. Собрав улики и опросив возможных свидетелей, следственно-оперативная группа приступит непосредственно к розыску угонщиков. Служба в отделе уголовного розыска – одна из самых опасных в системе МВД, и она всегда считалась одной из самых элитных. Многие хотят и стремятся попасть сюда. Служба тяжелая, потому что в любое время суток, круглосуточно мы на ногах. В любое время поднять могут и праздники, и выходные. В общем, поэтому нужно много терпения сотрудникам, которые работают в нашем отделе. Казалось бы, в нашем небольшом городе тихо и спокойно, и работы у сотрудников уголовного розыска не должно быть много. Но на практике работы хватает всем. Ленский район считается крупным районом. Происшествий, преступлений совершается большое количество. Ну, что касаемо тяжких, особо тяжких преступлений, то данная категория преступлений раскрывается. То есть у нас на данный момент нету нераскрытых преступлений, особо тяжких, я имею в виду. В штате отдела уголовного розыска 14 сотрудников. Двое из них обслуживают поселки Витим и Пеледуй. Среди этих отважных полицейских есть и девушки, оперуполномоченные. И они работают наравне со всеми. И как и сильная половина коллектива, владеют всеми навыками. Не только высокими интеллектуальными способностями должны обладать сотрудники уголовного розыска, но и поддерживать отличную физическую форму, в том числе владеть навыками рукопашного боя и быть с оружием на «ты». Несмотря на плотный рабочий график, они находят время для регулярных тренировок. К вновь пришедшим сотрудникам уголовного розыска прикрепляют наставников, которые курируют новоиспеченных коллег. В отделе трудятся как опытные, прошедшие практическую школу жизни полицейского сотрудники, так и недавно прибывшие из образовательных учреждений МВД России. Совместными усилиями сотрудники внутренних органов оберегают нашу комфортную жизнь. Как говорят в народе, если опер спит ночью, значит и город может спать спокойно. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.